В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии зазвучат сирены систем оповещения при чрезвычайных ситуациях. Прокуратура обвинила фонд «Помоги выжить» в ненадлежащем отлове бродячих собак в Якутске. Моржи открыли купальный сезон в Аймиконе. Сегодня в 10 часов утра в населенных пунктах Якутии будет производиться проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Будет произведен запуск электросирен. Также через громкоговорящие устройства для населения доведут речевые команды и расскажут основные правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Населению необходимо включить радио, телеприемники для прослушивания экстренного сообщения. До 1 января следующего года подразделения пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. При обращении по телефону гражданину нужно будет назвать свое имя, паспортные данные, СНИЛС и кодовое слово. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах. Также через эту систему чиновники будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца, по доверенности и ряда других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории. Администрация Якутска планирует внедрить автоматизированную систему мониторинга вечной мерзлоты. Сейчас система работает в тестовом режиме в одном из микрорайонов города. Отмечается, что практически все дома построены на свайном фундаменте. Потепление создает риски деформации зданий и объектов инфраструктуры, коммуникаций, дорог, опор линий, электропередачи и других инженерных объектов, пояснили в мэрии города. По прогнозам ученых, деградация мерзлоты в столице Якутии может достигнуть пика к 2030 году. С 1966 по 2020 год в Якутске среднегодовая температура воздуха повысилась на 4,3 градуса. Более 47 миллионов рублей взыскали с подрядной организации «Азимут-54», которая должна была построить многоквартирный дом для детей-сирот в Алдане. Компания не могла достроить здание по улице Кузнецова, 3 на протяжении 5 лет. Отмечается, что администрация Алданского района приняла меры после вмешательства прокуратуры. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Также районная администрация Татнинского района предусмотрела дополнительные 4,5 миллиона рублей после судебного понуждения, инициированного прокуратурой. Средства направят на завершение строительства дома для детей-сирот. По принятым прокуратурой мерам и столичная мэрия ведет работу по приобретению жилья для детей, оставшихся без попечения родителей, путем аукционов и заключения контрактов. Учить отличать сайты однодневки от реальных порталов, рассказать школьникам на простом языке о сложных схемах интернет-мошенников – эти цели преследуют якутские волонтеры. Они сами старшеклассники и уже не раз сталкивались с обманом в глобальной сети. Уже год добровольческая команда работает в Якутске. Благодаря их работе сотни подростков не попались на удочку злоумышленников. Сейчас в планах волонтеров кибербезопасности выходить на республиканский уровень и просвещать школьников по всей Якутии. Для этого, благодаря гранту главы республики, закупили нужное оборудование. В этом году мы приняли участие и выиграли грант главы республики Саха-Якутия. Тем самым мы приобрели необходимую нам технику. Мы приобрели веб-камеру, микрофоны. И в прошлом году, например, мы проводили дистанционные занятия, где нам не хватало такой техники. И сейчас у нас есть все, мы уже готовы работать с улусами. В прошлом году мы работали только со школами города Якутска и работали только со старшеклассниками. А сейчас мы планируем уже выйти на все школы. В этом году мы участвовали в республиканском проекте «Моя законотворческая инициатива», где внесли предложение, чтобы во всех школах нашей республики ежегодно проводилась декада по кибербезопасности, где каждый ребенок смог бы получить соответствующие и актуальные знания. Потому что мы считаем, что детей нужно с начальных классов уже обучать, как вести себя в интернете. Ведь это очень важная информация, особенно в современном обществе, когда каждый, независимо от возраста, пользуется интернетом и может попасть на уловку мошенников.
Сахастат выяснил, для каких целей жители республики чаще всего пользуются интернетом. Всего интернетом пользуется 91% якутян старше 15 лет. При этом 82% жителей республики выходят во всемирную сеть каждый день. 3,6% несколько раз в неделю, а 5,7% редко. 92,5% из них чаще всего проводят время в интернете ради общения в социальных сетях. 71,5% для осуществления финансовых операций, 51% для прочтения новостей и статей и 46% для скачивания фильмов, музыки и игр. Международная арктическая стартап-экспедиция по обмену опытом в сфере инноваций, поиску и поддержки технологических проектов на севере и в Арктике стартует в республике в середине декабря. Изначально стартап-экспедиция работала по Дальнему Востоку, а в 2020 году как экспедиция B8 по всей России. Экспедиция охватит Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Канаду, Исландию, США и продлится до конца 2022 года. В этом году в стартап-экспедиции будет 3 трека: молодежное технологическое предпринимательство, сохранение культуры коренных народов через новые технологии, зеленые технологии. Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов. Все это жители Якутии могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как смотрите в следующем сюжете. По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я профессионал» и проект по решению кейсов про стажировки 2.0. А еще принимаются заявки на акцию для студентов и молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. А как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшее время? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе. Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больниц и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru. Прокуратура выявила порядка 150 неисполненных заявок на вылов собак в Якутске. Организация по отлову проигнорировала обращение. Отмечается, что только в этом году прокурорами выявлено более 300 нарушений. В целях их устранения принято порядка 200 актов прокурорского реагирования. Так, в результате вмешательства прокуратуры Якутии в 2020-2021 годах на реализацию полномочий по содержанию безнадзорных животных из государственного бюджета республики выделено свыше 43 миллионов рублей. В результате принятых мер созданы приюты для животных в 7 районах республики. В 10 организованы работы по их созданию. За неделю в Якутске отловлено 112 безнадзорных собак. Напомню, для усиления работы в помощь пункту передержки дополнительно выделены 2 автомашины. Также для отлова собак привлекаются дворники управ, в том числе с использованием ловушек.
Завершилась декада Аланхо, стартовавшая 22 ноября. В течение этих дней прошло более 50 онлайн и очных мероприятий. В рамках закрытия декады народные мастера республики в Национальном центре прикладного искусства и художественных промыслов «Семех» представили выставку и презентовали изделия ручной работы. Это и национальные костюмы собственного пошива, и серебряные украшения, которым несколько столетий, и традиционная посуда. А в конце вечера для зрителей прошел показ спектакля театра Аланхо. В нашей республике, как вы знаете, испокон веков достаточно сильная практика народного промысла, и мы имеем богатую культуру и историю, и мы благодарим наших предков, руководителей, которые нам передали такое достояние, а наша задача нынешнего поколения – это передать еще будущему поколению. Вот благодаря энтузиазму наших работников учреждения «Семех» у нас развивается это направление. В нашей республике во многих муниципальных районах этим промыслом занимаются и достаточно активно. Также в рамках закрытия декады Аланхо состоялась презентация 10 книг о жизни, мифологии и традиционных гендерных нормах народа Саха. Кроме того, несколько из них повествуют о малочисленных коренных народах, проживающих на территории республики. Работа над книгами велась с 2018 года, и сегодня их представили широкой публике. Это очень уникальные книги, которые никогда не издавались. Из них это наши 3 Аланхосуда: Шарабулин, Кумаров, Соловьев и Прокопьев. Это 3 наших Аланхоса, мы их произведения все издали. Они хранились в рукописном виде в гуманитарном институте. И кроме этого у нас книги, очень уникальная книга фольклора люкминских якутов, которая была издана по результатам фольклорной экспедиции, которую мы провели совместно с институтом Аланхо. Современный каток появился в Чукурдахе в переоборудованном бывшем складе районной торговой конторы. Несмотря на 40-градусные морозы, на открытии было многолюдно. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами, а теперь и с катком, является прекрасным подарком жителям к наступающему Новому году. Жители села Аймикон искупались в реке Индигирка при температуре минус 57 градусов. Также вместе с моржами окунулся в ледяную воду советник главы Якутии Георгий Никонов. Экстремальное купание оценила съемочная группа телепередачи «Моя планета» из Москвы. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.